На Юргане время итогов. Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Приезжайте к нам на Колыму. Безусловно. А все это время он был в большом напряжении. Романа Зенищева нашли и вернули домой. Февральская революция. Когда Ильич Ильичу рознь. Без крыши над рогами. От этих коров должно выходить так называемое мраморное мясо. Приключения британцев в коме. Вот это новость. Роман Зенищев в Сыктывкарском СИЗО. Бывшего мэра столицы Коми задержали в Москве сотрудники Республиканского управления ФСБ и на машине доставили на родину. По сведениям Коми-информа, местонахождение беглеца отследили по телефонным разговорам. Следователь вообще удивил тот факт, что находящийся в международном розыске не предпринимал никаких мер для конспирации. Например, ездил на автомобиле со своими документами. Обвинение Зенищеву уже предъявлено. На чем именно погорел бывший градоначальник, расскажет Евгений Ракин. Попался, наконец, и небезызвестный Роман Зенищев. Пусть не рыжий, как персонаж советского мультфильма, и не кусался в буквальном смысле, но откусил, по мнению следственных органов, довольно сочный кусок муниципального пирога. В бытность мэром Сыктывкара. Почуяв, что запахло жареным, бывший градоначальник и, кстати, действующий депутат городского совета скрылся. В июле прошлого года беглеца объявили в федеральный и международный розыск. До недавних пор и в СМИ, и в народе то и дело всплывали слухи о местонахождении бывшего мэра. Одни видели его в городе, другие строили предположения о побеге за рубеж. Третьи верили, что Зенищева прикрывают высокопоставленные друзья. Впрочем, еще летом правоохранительные органы дали понять – все под контролем. Знаете, где его местоположение? В России, в Европе, в Америке? Вы знаете, мы примерно знаем, где-то он должен быть. Где примерно? На планете Земля. Вот, да. Вот. Но если я вам сейчас скажу, вот где вот он может быть. Он в России. Ну, вы знаете, мы в разные версии рассматриваем. Тогда же следователи предложили Зенищеву сдаться добровольно, но бывший сити-менеджер призыв проигнорировал. С тех пор прошло больше полугода, и, казалось, все уже свыклись с мыслью, что экс-градоначальник спокойно загорает где-нибудь за океаном. Но нет, беглеца нашли в Москве. Безусловно. А все это время он был в большом напряжении. Он ожидал, что его в любое время могут задержать. Он готовился к этому. Вернее, готовился к тому, чтобы избежать задержания. Но, тем не менее, у него это не получилось. И в данной ситуации он напрасно не послушал добрый совет добровольно явиться в следственные органы, дать правдивые показания. А задержали экс-мэра по подозрению в получении взятки и превышению полномочий. По данным следствия, в сентябре 2007 года между управлением капстроительства мэрии и тепловой компанией был заключен контракт на подготовку проекта сметной документации и строительство модульной котельной в поселке Нижний Чов и поставку оборудования на сумму более 45 миллионов рублей. В октябре Роман Зенищев в нарушении требований законодательства подписал распоряжение, предусматривающее 100% предоплату путем перечисления денег на счет организации до начала работ. Еще через месяц сумма контракта была увеличена до 49,5 миллионов рублей. В октябре и декабре 2007 года деньги были перечислены. Тепловая компания поставила на объект модульную котельную меньшей мощности, чем было предусмотрено техзаданием, соответственно, более дешевую. Как считает следствие, Роман Зенищев знал об этом, но тем не менее дал указание своему заместителю Виктору Авакимяну обеспечить подписание акта приемки законченного строительством объекта. В результате акт был подписан, деньги перешли в распоряжение тепловой компании, а муниципалитету причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. По версии следствия, совершить эту аферу экс-мэру помог один из 7 его бывших замов. Кстати, не правда ли многовато? И даже при такой подстраховке известна и сумма взятки – 10 миллионов. И тот, кто нужные документы проводил, чтобы никто ничего не заметил. Сергей Лученков. Они обвиняются в совместном совершении данного преступления. Группа лиц по предварительному сговору. Двое договорились, у каждого своя роль. По нашим данным, взятку получил Зенищев. Общую эту сумму. Уголовное дело в отношении Зенищева возбудили в июне прошлого года. В августе суд заочно заключил беглеца под стражу. На днях, благодаря оперативной работе ФСБ, это решение вступило в силу. Учитывая, что Зенищев
не являлся в органы предварительного расследования, его местонахождение известно не было, он был объявлен сначала в федеральный розыск, а в последующем следователь вышел с ходатайством в суд об избрании в отношении Зеничева мер пресечения в виде заключения под стражу. Представитель прокуратуры Республики Коми 16 июля 2013 года поддержал ходатайство следователя об избрании мер пресечения арест, и она была избрана. Самый-самый-самый безупречный роман. Ты его когда-то придумал сам. Сегодня Зеничев находится в СИЗО. Как заявили в Следственном комитете, ему уже предъявлено официальное обвинение в присутствии адвоката. Какие показания дает бывший мэр, пока остается тайной следствия. Но уже сам факт его задержания – свидетельство того, что борьба с коррупцией в Коми не миф. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Также известна судьба и других фигурантов этого дела. Сергей Лученков проходит по статье пособничества в получении взятки должностным лицом за незаконные действия. Бывшему руководителю тепловой компании Игорю Осадчему предъявлено обвинение в хищении вверенного имущества в особо крупном размере. А вице-мэра Виктора Авакимяна и экс-начальника городского управления капстроительства Владимира Кислякова обвиняют в превышении должностных полномочий. К слову, не исключено, что в ходе следствия могут всплыть и другие интересные подробности экс-руководства столичной администрации. Евгений Ракин о неизбежности правосудия, на котором зиждется любое правовое общество. Программа развития республики будет скорректирована с учетом мнения общественности. Об этом заявил Вячеслав Гайзер, подводя итоги своей двухдневной поездки в Уктыльский район. По словам главы Коми, он уже сделал для себя первые выводы, что именно нужно будет видоизменить. Из Уктыла Максим Васильев. Новый водовод у моста через Вуктылку, так здесь называют небольшую речку у таежного города, в нынешних экономических условиях проект сверхдорогой, но совершенно необходимый. В этом Вячеслава Гайзера убеждает руководитель районной администрации Сергей Деревянко. Цена проекта 440 миллионов рублей. Правда, по качеству того, что течет в трубах, у вуктыльцев вопросов никогда прежде не возникало, еще с советских времен. Ремонт старого водовода, пусть даже капитальный, совершенно точно обошелся бы намного дешевле, но по каким-то удивительным причинам сегодня он вне пределов компетенции властей. Это старая история и больше 10 лет, то есть это при банкротстве МУПов, которые прошли во всех регионах, по всей стране, то есть это имущество попало в конкурсную массу. Мы пытались, подавали в суды, в общем-то, процедура была соблюдена при этом, то есть не удалось вернуть в муниципалитет, но сам водовод, он на 100% уже изношен. 100% износ, впрочем, совсем не мешает частным компаниям взимать плату с вуктыльцев в полном объеме. Все же новый водовод – это объект первой необходимости, поэтому республика в его строительстве обязательно поможет. Конечно, республика будет в этом принимать участие. Сегодня мы будем работать над тем, чтобы все возможные источники посмотреть, задействовать, которые для решения, возможно, этого вопроса, в том числе и участие, может быть, в федеральных программах, перераспределение средств внутри республиканских программ по тем проектам, которые, может быть, не осваиваются или там плохо осваиваются в других районах. Это у нас зачастую тоже, к сожалению, бывает. Поэтому работу мы не будем останавливать, и с учетом того, что в муниципалитете, тем не менее, деньги, в том числе, предусмотрены на этот год, будем двигаться вперед. Поможет республика и сельхозпредприятиям, говорил Вячеслав Гайзер на встрече с общественностью села Дутово. Ирина Шахова – руководитель местного фермерского хозяйства, единственного в районе, где есть крупнорогатый скот. Сельчане, школы и детский сад – это вся ее клиентская база. Субсидии хозяйству явно не помешали бы. Поддержка будет, душевно пообещал Вячеслав Гайзер, и финансовая, и технологическая. Сегодня уже есть технологии, которые позволяют минимизировать буквально один оператор, а все остальное уже на уровне такой автоматизации, что ли, процесса идет. Вот и решили попробовать. Если, соответственно, эффект будет такой, как все мы рассчитываем на это, то, может быть, со временем будем предлагать такие варианты, просто меньшего масштаба, конечно, и на каких-то других территориях. Посмотрим. Не переживайте. Инициативная группа вуктыльцев за доступную переправу в числе самых неравнодушных. Впрочем, тут глава явно был вынужден отрезвить жителей. Мост, или как альтернатива бесплатный проезд через реку, сходу отвергнуты.
«Я не питаю иллюзий», — говорит Гайзер. «Федеральные власти нужных 3 миллиардов точно не дадут, а бесплатный проезд попросту самообман. Если местная власть его возьмет на себя, районной казне он обойдется в дополнительные 10 миллионов. Этой строчки в главном финансовом документе района, естественно, сегодня нет. Как нет и графы асфальтирования автотрассы Вуктыл-Ухта. Но она-то теперь точно появится. Мы с «Газпромом» договорились, потому что я с Алексеем Борисовичем на эту тему разговаривал, и эту договоренность мы будем соблюдать, что при начале строительства очередной нитки, там у нас сумма тоже определена, объем средств, которые еще нам «Газпром» должен, да, возместить дорогу. Значит, проблему там, асфальтового покрытия по тому участку, который, соответственно, за нами, да, который нам все время «Газпром», да, мы на себя берем. Режим вопрос-ответ для вуктыльцев, похоже, самый оптимальный. Они звучат из самых разных уголков битком набитого зала. После выполнения газовиками соглашения республика поможет заасфальтировать участок до переправы. Почему не чистят дороги и дворовые территории – еще один вопрос, волнующий многих. Ответ районного главы Сергея Деревянко публика встречает язвительными аплодисментами. Ту же порцию оваций получает порядком покрасневший сити-менеджер, отвечая на частный вопрос Анжелики Ишиной. Женщина уже выиграла все суды по переселению из ветхого жилья, но у местных властей все никак не доходят руки. Впрочем, глава республики заставляет их повернуться к Анжелике лицом. Анжелика Ишина сегодня прописана вот здесь, в доме по улице Юбилейная. Вернее, в постройке, которая когда-то считалась домом. Сегодня здесь ни газа, ни воды, ни света, ни отопления. Дом признан аварийным, но и по-прежнему приходят счета. Всем остальным владельцам уже предоставили другое жилье. Анжелика – единственный житель, о ком городские власти забыли или сделали вид, что забыли. Жилье, которое ей предложили от нынешней квартиры, практически ничем не отличалось. Жилье в ужасном состоянии. Никаких ни санитарных, ни сантехнических норм не выполнено было. То, что там они насчет проводки говорили, проводка я тоже видела, в каком она состоянии была. И самое главное, что дом такой же постройки, как и мой дом, который признан непригодным для проживания. Потеряв на конфликте деньги и здоровье, Анжелика, тем не менее, не намерена отступать. В ее пользу решение судов всех инстанций, включая Верховный, встал на ее защиту и губернатор. Во-первых, огромное спасибо, что вы это озвучили здесь и озвучили вот в присутствии всех вуктыльцев, которые здесь находятся, чтобы у нас вместе с вами и вот у власти, да, место, не было отходного пути, потом сказать, что не видел, первый раз слышу и так далее. На контроль нужно. Еще один вопрос Вячеславу Гайзеру передают на листке бумаги. В одной из школ кабинеты заморожены, ученики вынуждены сидеть в пуховиках и часто болеют. На поручение главы проверить оперативнее всех реагируют журналисты. В некогда школу начальных классов, а сейчас Центр внеклассной работы, мы едем без предупреждения. Буквально ошеломляя директора Екатерину Раковскую. Впрочем, сильно волноваться женщине не пришлось. Сигнал обеспокоенных родителей не подтвердился. Вполне обычная температура, а в классе градусов 20 тепла точно есть. Если вот холодно накануне там, или предполагается холодно на утро, включается вот этот прогрев, мы прогоняем воздух и достаточно тепло. То есть мы это контролируем. Но в пуховиках я не видела ни одного человека, чтобы сидели дети в пуховиках. То есть иногда даже вот на 4-м этаже говорят, что жарко тепло. Но вы сами видели. Вот в этом кабинете, о котором говорили, что очень холодно, дети сидят достаточно легко одеты с короткими рукавами. Еще одна теплая новость для всех горожан. Газовики подтвердили Вячеславу Гайзеру, что намерены бурить новую скважину, с которой местные жители связывают большие надежды. Свою помощь моногороду окажет и правительство региона. Ремонт местного культурно-спортивного комплекса республика возьмет на себя. Максим Васильев, Павел Фетисов об итогах налаживания обратной связи. Дорожная тема волнует не только вуктыльцев. В каждом районе есть участок, который нужно строить или ремонтировать. ДТП, которых этой зимой как никогда, вызвали шквал нареканий к дорожным службам. Так что, как говорится, у нас нет повода не встретиться с руководителем дорожного агентства Эдуардом Слабиковым. Эдуард Владимирович, этой зимой
стала очень резонансна тема дорожно-транспортных происшествий. И львиную долю ответственности потерпевшие и те, кому, слава богу, довелось доехать до места, возлагали все-таки на дорожников. Вот какую часть вины за происходящее этой зимой вы готовы взять на себя? Или виноваты водители все сами, потому что водить не умеют? Ну, вы подчеркнули правильно, что, скорее всего, и по ходу рассмотрения тех дорожно-транспортных происшествий резонансных, которые случились на территории республики, в большинстве признана, конечно, вина водителей. Но дорожники тоже не слагают с себя ответственности, ну, порядка, наверное, 10%. Ну, в части вот те дорожно-транспортные происшествия, которые случились у нас по Эжеве, конечно, тут виноваты дорожные условия, именно та колейность, которая была допущена еще в летний период, соответственно, перешла на зимний период, и по причине этого образовалась, так сказать, ситуация, при которой водителю достаточно сложно было справиться с управлением, но тем не менее, даже при тех резонансных ДТП и в части вот той скорой помощи, которая вылетела на встречку, было зафиксировано превышение допустимого скоростного режима. Поэтому было принято совместное решение понижения этого режима и, соответственно, ну и там уже от дорожных служб это фрезерование этого участка, где была достигнута наибольшая колейность. А сейчас колейность на этом участке дороги до Эжева устранена? Да, колейность устранена по участкам, соответственно, сейчас ее нет. В летний период времени то фрезерованное покрытие будет отремонтировано и положен новый асфальтобетон. А где гарантия, что опять не появится колея? На сегодня при той нагрузке, которая существует, а именно многотоннажные грузовики, порой по 80-60 тонн, которые перевозят лесопродукцию, конечно, гарантии давать на то, что колейность не появится вновь, без капитальной реконструкции никто не даст. И колейность ведь появляется не только там в Республике Коми, там в Сыктывкаре. Я знаю, что в Московской области колейность появляется от использования шипов, и они ежегодно восстанавливают те покрытия, по которым идет интенсивное движение. А я вот слышала, что лесовозы сейчас очень часто ездят перегруженные, они и так сами по себе тяжелые, но еще и из экономии, из желания заработать их серьезно перегружают. Вот вы за этим как-то можете следить или это совершенно не ваша компетенция? Почему? Мы не то, что можем следить, мы следим за этим, и периодически у нас работают посты весового контроля. Почему периодически? Потому что сама система весового контроля, она подразумевает только взвешивание. Остановку транспорта у нас лежит на функции ГИБДД. В связи с тем, что сегодня большое сокращение прошло по этой линии, конечно, сотрудникам ГИБДД не всегда удается вовремя работать совместно с весовым контролем. У них и достаточно много других задач в части обеспечения безопасности дорожного движения. Поэтому, как можем, мы стараемся эту ситуацию сдерживать, но здесь ведь и другой момент. Ведь республика в части Сыктывкар и его окрестности очень сильно зависит именно от лесного направления, от лесного бизнеса. Здесь надо взвешенно подходить и к перевозке грузов, соответственно, и к той экономической ситуации, которая складывается. Потому что мы все понимаем, что если сегодня экономику поставить на колени, то завтра и дороги не на что и завтра и дороги не на что будут ремонтировать, и людей будет нечем кормить. Ситуация достаточно сложная в экономическом смысле. Как вы оцениваете деятельность служб, которые следили за состоянием дорог зимой? Вот у вас была внеплановая проверка, и вы грозили тем, кто их ухаживает за дорогами ненадлежащим образом, грозили штрафными санкциями. Вот применялись ли они? Ну, у нас периодически дорожный надзор. Это то государственное учреждение, которое работает в связи с дорожным агентством, наше подведомственное учреждение, на которое возложены функции технического контроля за состоянием дорог. Технический надзор у нас работает всегда на местах, в регионах, в тех районах, где там происходит обслуживание, или содержание, или капитальный ремонт. Но, тем не менее, мы означаем неплановые проверки с сотрудниками ГИБДД, по итогам которых выписываем предписания дорожным службам, дорожным подрядным организациям, которые надо либо устранить, либо, если повторно те предписания не устраняются, со стороны ГИБДД выписывают административные штрафы на ту дорожную организацию. Мы, соответственно, не принимаем те объемы по содержанию, которые были выполнены, и в рамках содержания выписываем какие-то штрафные санкции, предъявляем. Вот что-то было предъявлено? У нас вообще это периодически происходит. Я могу сказать по прошлому году, потому что год еще у нас только начался. Более 40 миллионов штрафных санкций предъявлены подрядчикам в различных видах работы. Не принята работа и предъявлены... Это действенная мера вообще?
Ну, естественно, действенно. Опять же, реагирует. Опять же, ситуация очень сложная вообще происходит на сегодня в дорожной отрасли. Ведь Республика Коми достаточно большой регион, большая территория, большая протяженность дорожных трасс. И поэтому содержать дороги достаточно сложно. При том уровне содержания, который на сегодня у нас имеется, а мы все-таки исходим из реальных цифр бюджета, это у нас 1 миллиард, это примерно там 100 тысяч на километр. В то время как федеральные уже дороги содержат от 700 тысяч на километр, то есть это почти в 7 раз, ну, будем говорить, в 5 раз где-то меньше, чем необходимо для нормативного содержания. Понимаете, если постоянно идти, опять же, по пути конфронтации с дорожными службами, у нас на сегодня на территории республики содержит основную сеть, это Коми-дорожная компания, и постоянно, так сказать, их штрафовать, не выплачивать им за содержание. Но мы придем к тому, что Коми-дорожная компания в априори не станет, а подхватить содержание будет некому. Мы это очень сильно ощущаем, как у нас начинаются какие-то нестабильные подвижки в Коми-дорожной компании, так мы сразу ощущаем это на тех дорогах, которые не содержат. Вы сейчас совершенно недавно заключили соглашение с Волга-Вятск-Управтодором о совместном контроле с содержанием качества дороги Вятка. В чем необходимость заключения этого соглашения? Коллегам не доверяете? Нет, ну, во-первых, на той резонансной комиссии по безопасности дорожного движения, которую собрал на очередной комиссии глава республики, было дано поручение о том, что вот после того резонансного ДТП, когда пострадало более 20 человек, дало поручение разработать график и подписать соглашение именно с коллегами Волга-Вятск-Управтодор. Что мы, собственно говоря, и сделали, и совместно с ГИБДД проехали, посмотрели дорогу, соответственно, обочины, все, ну, и все, что связано с содержанием. Нет, это не доверие, это нормальный рабочий процесс. Если случаются какие-то серьезные аварии, мы должны разобраться, в чем причина. И лучше их, конечно, упредить, чем еще раз допустить. Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за любыми фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Это Ленин, памятники которому сейчас пытаются снести украинские революционеры. В Коми, если помните, подобные настроения тоже витали. Памятники вождю не раз предлагали низвергнуть с пьедестала. Любовь Лапина назвала свой сюжет «Ленинопад». То, что сейчас происходит на Украине, не может не печалить. Это не просто одна из соседних стран, а вполне братская, говорят эксперты. Может быть, потому боль, которая сейчас раздирает Украину, россияне переживают каждый по-своему. Россия пошла, вытекла, родилась из Украины, да, из Киевской Руси. И вот Украина совершает страшный грех. Она отказывается от своего ребенка. Представляете? От России. То есть вот украинский национализм, он на чем построен? На нелюбви к России. Но какой парадокс? Она не любит своего собственного ребенка, который родился, стал таким большим, великим, с огромной культурой. То, что начиналось как мирная демонстрация, стремительно вылилось в кровавую революцию. Евроинтеграция по-киевски сегодня шокирует, кажется, и саму Европу. Пронационалистические силы, по сути, борются с некими захватническими фантомами. Самым массовым из них стал образ Ильича. Так, вождь мирового пролетариата стал мрачным напоминанием о прошлом. Не только памятники Ленину подверглись вот такому разрушению, да, осквернению. Вот недавно передавали о том, что в западных областях сносят и памятники Кутузову даже, который, в общем-то, какой имеет тут для Украины отрицательный момент, да. То есть вот эта вот волна сноса памятников со стороны вот этой вот новой бандеровской власти, она идет по всем направлениям и уже черпает, что называется, энергию в этом разрушении. Жестким осуждением действий на Украине выступают не только коммунисты Коми. Вот и мэр Инты своего Ильича в прошлом году не просто отреставрировал, но и поставил на новый укрепленный постамент, обшитый красным сайдингом. Вообще то, что происходит сегодня на Украине, это кошмар. Это первое. Второе, то, что творится с памятниками на Украине, я называю одним простым словом, это полнейший вандализм.
Люди, которые не знают истории, просто издеваются над историей государства. У нас приведены в порядок памятник Сергею Мироновичу Кирову, отремонтирован памятник Владимиру Ильичу Ленину, установлены новые мемориальные доски. То есть к отечественной истории у нас отношение достаточно положительное. Хотелось бы, чтобы этот раздрай, который сегодня происходит в братской Украине, завершился, и чтобы народ Украины нашел достойный выход из создавшейся ситуации. Вот и коммунисты Коми отмечают, в республике отношение к Ленину вполне почтительное. Перед памятными датами монументы даже моют. Пока еще в нашей республике сохраняется определенная стабильность. У нас не нищая республика, конечно, многие проблемы решаются, но я еще раз хочу сказать, что благодушия быть не может. Ситуация может в любой момент измениться. И надо понимать, что у нас есть силы, готовые и сносить памятники, и убивать людей. Если действительно такие силы в Коми, говорить сложно, хотя за десяток лет нападки на Ильича совершались и у нас. В 2006-м Ижемскому памятнику оторвали голову, а в Сыктывкаре и Вейзинге особо сердобольные граждане на него и краску не жалели. Впрочем, Ленин в Коми стоял, стоит и, видимо, еще будет стоять долго. Лишь в Ильгарте первому советскому лидеру пришлось потесниться с изобретателем первой русской балалайки Семеном Налимовым. Гипсовый Ильич при остановке не выдержал и рассыпался. Допустим, вот в Ухте памятник стоит Ленину и ни у кого не вызывает никаких особых нареканий, даже у казачества. Хотя мы олицетворяем Ленина с человеком, который ответственен за геноцид казачества. Но вместе с тем мы прекрасно понимаем, что у нас история советского периода — это не только вот такие преступления, как геноцид, но это и величайшие достижения. Это технологический рывок, это и космос, это и атомное, это здравоохранение и прочее, прочее. И выросло большое поколение людей, особенно старшего возраста, которые, образно говоря, с именем Ленина засыпали и вставали. И не уважать их мнение тоже нельзя, и чувства. Единственный монумент Ленину в Коми, который вызывает споры, это тот самый на Стефановской площади. А все потому, что стоит он не просто на месте бывшего храма, а прямо в той точке, где раньше размещался алтарь, отмечает главный атаман Коми. И для верующих людей это несет некий сакральный, даже мистический оттенок. И мы полагаем, что это, может быть, даже мешает в каком-то смысле такому позитивному движению вперед. И поэтому здесь было бы здорово, на мой взгляд, если бы перенесли в другое место какое-то подобающее или и восстановили храм. Это вот мое мнение как атамана и как православного человека. Вместе с тем мы никак не можем убрать эти памятники совсем. Это неправильно, это неразумно и вообще не по-человечески. Это история. Причем история не только российская, а мировая, такая, какая есть. И неважно, стесняемся мы ее или гордимся ею. Взять тот же Париж с его коммуной, Наполеоном и Шарлем де Голлем, или немецкий Потсдам. Там до сих пор стоят прижизненные памятники прусских монархов, и никому даже в голову не приходит их уничтожать. Любовь Лапина, Алексей Пашуков об итогах, которые нужно выносить из прошлого. Теперь топ-7 времени итогов, далее реклама, не переключайтесь. В деревне Гам Ижемского района прошли традиционные зимние конные соревнования. В скачках участвовали жеребцы местной породы. Жители Бакура, Ижмы, Мохчи, Сизябска и Гама состязались на санях различных видов, с грузом и без. Почти 90 тысяч рублей собрано в рамках благотворительного концерта известного скрипача Дмитрия Когана. Его выступление стало стартом благотворительной акции. Собранные средства пойдут на лечение 18-летнего Максима Чупрова. С диагнозом лейкоз молодой человек находится в клинике Санкт-Петербурга. В связи с осложнением политической обстановки на Украине республика корректирует планы летней оздоровительной кампании. Дети из Коми, скорее всего, будут отдыхать в Краснодарском крае, а не на Черноморском побережье Крыма, как обычно. В Сыктывкаре ВАЗ залетел под поезд. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Молодой человек 93-го года рождения, подъезжая к железнодорожному переезду, проигнорировал запрещающий сигнал семафора и врезался в состав. С переломом таза его отправили в больницу. Пятерка, судя по всему, восстановлению не подлежит. Республика купила 4 машины для противообледенительной обработки воздушных судов. Они поступят в Сыктывкар, Ухту, Воркуту и Усинск. Если раньше решение об обработке судна принимал командир, теперь эта процедура стала обязательной.
В Сыктывкарском местечке Лесозавод сошедшие с крыши снежные глыбы повредили 4 автомобиля, хотя сами машины стояли в метрах 5 от дома. Удар лавины был такой силы, что легковушки получили серьезные повреждения. Мэр Усинска Александр Тян объявил о сложении полномочий с 25 марта. Чем он будет заниматься дальше, пока неизвестно. О своем намерении возглавить столицу нефтяников уже заявил вице-спикер Госсовета Станислав Хахалкин. Министерство сельского хозяйства Коми поддержит молочное животноводство новой программой на 2014-2016 годы. Ее цель понятна – стимулировать его развитие. Но почему молоко, а не мясо? Чем все-таки выгоднее заниматься на севере? Давайте разбираться. Поможет нам Нина Чешкова. Должны быть бычки, потихоньку вырастать. Суточный привес телят грифордской породы, с гордостью рассказывает руководитель сельхозпредприятия Иван Шадрин, при хорошем питании может достигать 1 килограмма в день. Посмотрим, что получится. Пока результатов нету, одни пока расходы. Аграрий в своих подопечных души не чает. Взрослые животные обладают огромным весом, необыкновенной силой и при этом спокойным, дружелюбным нравом. Эти мохнатые красавцы гуляют под открытым небом и днем, и ночью. Животные совсем неприхотливые, и в еде не привередничают, и холода не боятся. Впрочем, от привычных северных коров они отличаются даже внешне. Мордашки у них заморские. Отличительная особенность этих выходцев из Великобритании, получивших признание во всем мире – белая голова. Главное достоинство породы – высококачественное мраморное мясо, которое в странах с высоким уровнем жизни очень ценится и стоит, соответственно, дорого. Думаем, что спрос на мясо все-таки вырастет. Люди, подумают, перестанут зарубежные, не буду нехороших слов говорить, брать, будут все-таки брать наши. Импортное мясо, я уж про качество говорить не буду. Это уже просто попробовать, чем отличается. Или место производства, или какой там мороженое, перемороженное 20 раз, и неизвестно какого качества. Инспектор по искусственному осеменению Иван Горбунов тоже отдает предпочтение мясу местных производителей. Однако он уверен, мясное скотоводство в наших северных условиях – бесполезное занятие. От него одни убытки. Все же у нас зимы более суровые, и поэтому будем говорить, что потребуется более количество кормов на согрев. Не только на получение продукции, но еще и согрев тела животного. Это дополнительные затраты. Кормление, поение, вода, чтобы была с подогревом, корма, чтобы были в волю. Но самая главная проблема здесь, по мнению Ивана Горбунова, отсутствие рынка сбыта. Оптимальное решение для Коми – молочное животноводство. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон в умывальнике и то молоко. Значит, что? Вот я вторую корову заведу. Коровы молочных пород более требовательны к условиям своего содержания. Им необходимо теплое помещение, а в кормах они гораздо избирательнее герефордов. Впрочем, это неудивительно. Молочная производительность каждой черной пестрой красавицы чуть больше 6 тонн в год. По рассказам зоотехника Максима Веселкова, то, что в нашем регионе преимущественно разводят молочный скот, сложилось исторически. Поэтому и опыт мясной переработки в Коми практически отсутствует. При рентабельном производстве мяса необходимо, то есть объемы нужно, чтобы были объемы большие, это нужно промышленное мясное, чтобы было производство, это нужно организовать так, чтобы были объемы, они позволяли достичь рентабельности, а если небольшие объемы производства мяса, то они тяжело достичь низкой себестоимости. Мясное скотоводство в нашей республике как бы специализировано, не адаптировано. Вот нету вот таких примеров, что вот они непосредственно занимаются мясным скотоводством, и можно было подвести результат определенный, что да, оно эффективно, оно интересно. Однако утверждать, что выращивать герефордов экономически неэффективно, считает Евдокия Кириак, нет оснований. Потому как неизвестно, насколько правильно аграрии, на собственном опыте убедившиеся в убыточности мясного скотоводства, соблюдали технологию. В качестве примера эффективности разведения мясных пород специалист приводит Финляндию.
Финляндия с нашими условиями, они же очень близки. Значит, у них там есть определенные какие-то технологии производства вот этого мясного скотоводства, которые адаптированы на условия Финляндии. На хорошее качественное мясо, уверена Евдокия Кирьяк, покупатель найдется всегда, даже если цена будет высокая. Главное правильно преподносить и рекламировать свою продукцию. И прежде чем говорить, что выращивать герефордов априори невыгодно, следует максимально глубоко изучить опыт эффективности мясного животноводства и попробовать на практике. Нина Чешкова, Владимир Шишкунас, Константин Стратиенко, Алексей Паршуков об итогах исторического спора, где каждый остается при своем экспериментаторском мнении. Сегодня 5-й день Масленицы. В народе его именуют тещиными вечерками. В этот день зять должен сам угостить блинами тещу с тестем. Но званая гостья была обязана еще с вечера прислать в дом молодых все необходимое для выпечки блинов. Сковородку, черпак и даже катку, в которой замешивалось тесто. Какие традиции сохранились и сегодня? Об этом нам расскажет Александра Маркина. Какие твои любимые блины с чем? Бабушкины со сгущенкой. Как все русские любят с красной икрой. Дома пеку своим обязательно блины каждый день с разной начинкой. Вот так отмечаем Масленицу. А с чем ваши любимые блины? Сметана, сгущенка. А у тебя? Шоколад. В Масленичную неделю сыктывкарцы с удовольствием балуют себя традиционным русским лакомством. Первоклассница Соня не исключение. Несмотря на юный возраст, она уже знает рецепт блинов и даже готовит их сама. Ты блинчики уже кушала в эту Масленицу? Да. А кто тебе готовил? Бабушка и мама, а я им немного помогала. Ты тоже умеешь блины готовить? Из чего блины делаются? Из молока, из муки, из сахара, с маслом еще. Однако для приготовления вкусных блинов мало знать рецепт. Важно грамотно подойти к выбору ингредиентов. Для золотистого оттенка опытные кулинары рекомендуют использовать пшеничную муку, а для нежных и светлых блинчиков – крахмал. К выбору сливочного масла тоже нужно подойти серьезно. Здесь один из главных ориентиров – цена. Средняя даже цена литра 10 рублей за литр. Чтобы килограмм масла сделать, нужно 22 литра. Вот 220 рублей уже сразу цена килограмма. Плюс переработка в сливке, то есть нужно и молоко провести, потом из сливок сделать масло, упаковать. Ингредиенты подобраны, можно приступить к приготовлению теста. Кстати, по народному поверью, чем больше блинов вы испечете в Масленичную неделю, тем больше будет ваш достаток. Принято было есть много блинов, масла, сыра, мяса было есть нельзя. И блины, как, с одной стороны, символ солнца, а главное его значение – это, конечно, значение, связанное с культом предков. Это первый хлеб, самый примитивный, потому первый. Пекли именно в Масленицу, на похороны и на свадьбы. И Масленица – это еще и русский карнавал. Самый веселый, самый разгульный, самый пьяный праздник. Считалось, что чем больше человек съест и выпьет в Масленицу, тем сытнее и удачливее будет целый год. У современных поваров свой взгляд на этот праздник. Масленица для кулинара Даниила – это повод приготовить что-нибудь необычное, но с учетом старых традиций. Маэстро будет угощать своих гостей блинной лазаньей с крем-сыром из ежевики. Сначала кулинар напек стопку блинов. Первый, вопреки правилам, вышел никомом. Первый блин, который пекли в Масляную неделю, отдавали за упокой души. И этот блин должен был вставать комом, когда человек вспоминает своих умерших родителей или других родственников. Отсюда и выражение «первый блин комом». Правда, сегодня поговорка живет отдельной жизнью и означает неуспех первого начинания. Блины готовы, дальше начинка. Перекладываем в миску сыр, перекладываем в миску сметану, берем банан. И здесь ваша фантазия может работать как угодно. Если хотите, можете перерезать банан мелко. Хотите, можете банан нарезать кубиками. Приготовленную массу взбиваем, и крем-сыр готов. Украшение блюда – ягодное пюре. Обожаю ежевику, очень полезный вкусный продукт. Все это дело мы сейчас перебьем с гренадином в блендере. За место гренадина можно взять любой другой сироп. Тоже будет очень вкусно. Тут дело вкуса, дело предпочтения. Я люблю гренадин за его хороший аромат. Блины укладываем друг на друга, промазывая крем-сыром, и украшаем.
Наша блинная лазанья готова. Приятного аппетита! Необычно и вкусно. Впрочем, вернемся к традициям. Кроме приготовления блинов, важным масленичным ритуалом было сжигание чучела. Сыктывкарская уже ждет своего часа. Кстати, каркас для чучела сделан из необычного материала – труб от линолеума. Сверху ткани и сухая трава. Когда готовили чучело масленицы, то обязательно вставляли из злаковых вот такие вот проса, пшеницу, кто что сеял, то и вставляли. А у нас разнотравье. То есть мы хотим, чтобы вся планета наша была богатая, чтобы все зацвело на следующий год, по весне, чтобы все взошло и было сытно, богато, урожайно. В столице Коми масленичное чучело сожгут в это воскресенье. Раньше, в последний день так называемого Месопуста, накануне Великого Поста, жители сжигали остатки праздничной еды, тщательно мыли посуду и ходили в баню. Сегодня сохранилась лишь одна традиция, пожалуй, самая важная. Все православные в этот день просят друг у друга прощения. Можно написать в интернете, попросить прощения, можно позвонить по телефону, можно написать СМС-сообщение. То есть возможностей очень много. Но, конечно, ничто не заменит человеческого общения, когда глаза друг другу. Люди, которые, может быть, чем-то обидели друг друга, скажут: прости меня. Это, наверное, самый сложный момент. Впрочем, вслед за недельным праздником живота, так называемым разгуляем, начинается Великий пост. 40 дней строгого воздержания. Так что погулять на Масленицу нужно от души. Александра Маркина, Олег Юшков и Вячеслав Беспалов. А пока не итогах большого масленичного разгула. Увидимся через неделю. Всего доброго и до встречи.